В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшик-Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Встреча на высшем уровне. В рамках рабочего визита в Москву Рауль Хаджимба встретился с Владимиром Путиным. О договоренностях в Москве, о поставке электроэнергии и другие актуальные вопросы. Пресс-конференция премьер-министра Артура Миквабия. Запах повсюду. Жители столицы жалуются на рыбные отходы от комбинатов. Президент Республики Абхазия находится с рабочим визитом в Российской Федерации. В Новоогарёво прошла официальная встреча Рауля Хаджимба с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Был обсужден широкий круг вопросов, связанных с дальнейшим укреплением союзнических абхазо-российских отношений в контексте реализации договора между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Также были затронуты вопросы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, а также другие темы, представляющие взаимный интерес. Репортаж Симы Аргун из Москвы. Глава государства Рауль Хаджимба встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе рабочего визита в Москву президент Абхазии посетил резиденцию Владимира Путина в Новоогарёво. Главы двух государств обсуждали перспективу двустороннего дальнейшего сотрудничества. Приветствуя Рауля Хаджимба, Владимир Путин отметил, что очень рад встрече с президентом Абхазии. Президент России сказал, что у отношений наших стран особый характер. Договорно-правовая база становится более основательной. Развивается практическое взаимодействие в сферах экономики и безопасности, сказал Владимир Путин. У нас и договорно-правовая база становится более основательной. И практическое взаимодействие развивается практически по всем направлениям в сфере экономики, в сфере безопасности. Объем наших отношений достаточно большой, я имею в виду его разносторонний характер. И, конечно, очень рад возможности с вами поговорить по всему комплексу этих вопросов. В свою очередь Рауль Хаджимба поблагодарил за оказанное внимание и прием. Президент Абхазии отметил, что с момента последней встречи произошли значительные перемены. Подписан ряд секторальных договоров в развитии основного договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Решаются вопросы экономики, безопасности и социальной направленности, сказал Хаджимба. С момента последней встречи произошло значительное количество перемен. Взаимоотношений наших стран. Подписано ряд секторальных договоров в развитии основного договора. Есть вопросы, которые решаются по теме безопасности, вопросы экономики, вопросы социального характера. Сегодня уже практически начался процесс повышения пенсий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Абхазии. Есть уже соответствующие работы и в части, касающейся Министерства культуры, взаимоотношений органов внутренних дел. Я думаю, что это развитие должно быть интенсивным и получит дальнейшее подкрепление. Затем встреча продолжилась за закрытыми дверями. Президенты говорили без участия СМИ более 40 минут. Сима Аргун, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение, Москва, Новоогарёво. В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию Рауль Хаджимба встретился с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком. Были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Абхазией и Россией в области энергетики. В частности, Рауль Хаджимба поблагодарил руководство Министерства энергетики России за оказанное содействие в разрешении критической ситуации с подачей электроэнергии в Абхазию. Конкретные вопросы и шаги по обговоренным в рамках встречи аспектам сотрудничества будут развиты на запланированных двусторонних встречах между представителями Минэнерго России и руководством Черноморэнерго. С абхазской стороны во встрече участвовали руководитель администрации президента Астамур Тания и чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба. После всех консультаций, проведенных Российской Федерацией с нами, затем Российской Федерацией с грузинской стороной, нашими энергетиками, с энергетиками грузинской стороны. Вы видите, верных отключения больше нету. И главное, что тарифы для абхазской стороны потребления имеется в виду не будут увеличены. На что мы рассчитываем в новом комплексном плане, мною подписан, был сразу заложено 60 миллионов. Это проектные и изыскательные работы на определение
вообще как мы будем развиваться. После встречи в Москве президент Рауль Хаджимба дал интервью абхазскому телевидению, в котором подвел некоторые итоги своего рабочего визита в российскую столицу. В апреле 2015 года было подписано соглашение о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, но оно вступило в силу в январе текущего года. Рауль Джумкович, какие конкретно вопросы обсуждали на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным? Цель как раз-таки продолжить наш диалог по части, касающейся большого нашего договора и по секторальным соглашениям. Мы обсуждали вопросы, связанные с экономическим положением, вопросы финансирования, вопросы уже набившего оскомину кредита по железной дороге и вопросы, связанные с улучшением ситуации на границе, возможностью открытия старого моста для пешеходной части, вопросы ситуации по энергетике и ряд еще других вопросов. Рауль Джумкович, в ходе своего визита вы провели ряд встреч, встретились с министром энергетики Российской Федерации. Каковы будут условия поставки из России в Абхазию энергии и кто будет оплачивать? Ведь вокруг этого сейчас ходит много слухов. Я думаю, что не нужно никому опираться на слухи. Есть готовность российской стороны, готовность абхазской и всех тех, кто задействован в этот процесс, решать эту задачу. Абхазская сторона должна смотреть дальше. Состояние нашей энергетики требует быстрых решений. И поэтому нам нужно думать о запуске новых генераций. И мы сегодня об этом говорили. И я уверен в том, что такая возможность нам будет предоставлена. Нам нужно думать о замене наших распредсетей, которые устарели. И здесь тоже есть готовность помочь Абхазии. Что касается всех остальных вопросов, я думаю, меньше нужно слушать всякого рода слухи. На чем акцентировал внимание Владимир Владимирович? Какие вопросы он считает более приоритетными во взаимоотношениях наших стран? Самое главное, думаю, нам нужно акцентировать, на что мы должны быть нацелены. Российская сторона готова сотрудничать с нами по всем направлениям, начиная от вопросов безопасности и вопросы экономики, оказания нам финансовой помощи. И я думаю, что Абхазия это уже чувствует. Мы приносим извинения за технические неполадки в эфире. Продолжаем выпуск. Абитуриентам из Абхазии предоставят 5 бюджетных мест в МГИМО, университет МИД России. С 1 февраля по 10 апреля МИД Абхазии осуществляет прием документов от граждан Абхазии, выпускников средних общеобразовательных школ для участия в конкурсном отборе. Собеседования и экзамены пройдут в конце апреля, начале мая. Абитуриентам предоставляется возможность самим выбирать, на какой факультет МГИМО поступать. Со списком факультетов можно ознакомиться на официальном сайте учебного заведения МИД России. Конкурсные испытания состоят из собеседования и 3 экзаменов: русский язык диктант, английский язык тест и, в зависимости от выбранного факультета, обществознание, математика или история России.
Граждане России пенсионного возраста, постоянно проживающие в Абхазии, начали получать доплату к пенсиям за 2015 год, а также за январь и февраль 2016 года. Если в понедельник уже можно было получить деньги по карточкам, то сегодня выплаты начались в кассах банка. О том, как проходил первый день выдачи надбавок и пенсий, материал Налы Муква. В апреле 2015 года было подписано соглашение о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, но оно вступило в силу в январе текущего года после ратификации. Несмотря на это, пересчет пенсий будет производиться с 1 января 2015 года. Надбавки вместе с пенсиями получат около 30 тысяч человек. Из 32 тысяч с небольшим вообще наших пенсионеров, получающих российскую пенсию. Часть из них уже получает пенсию выше 10 тысяч, и они не попадают под категорию доплаты. Пенсионеры, не прошедшие ежегодную перерегистрацию, в настоящее время доплаты не получат. Но после того, как они пройдут необходимую процедуру, им будут выплачены полагающиеся деньги в полном объеме. Средний размер российской пенсии до настоящего времени составлял 6900 рублей. С учетом доплаты за 2015 год эта цифра увеличится в среднем на 1000. Таким образом, надбавка составит около 14 тысяч рублей. Такая сумма для пенсионеров значительная, ведь помимо доплаты они получат еще и месячную пенсию. Этим и вызван ажиотаж у касс Сбербанка. С 5000 получали 5000. Можно было жить. Сейчас пойдем в гастроном. Покупать что-нибудь вкусненькое. В отделениях Сбербанка готовы были к наплыву пенсионеров. Работает не только терминал, но и кассы. Безусловно, есть трудности, потому что поток первый день всегда большой поток. Но сотрудники справляются, и, в принципе, проблем никаких нет. Единственное, безусловно, от такого большого количества людей в первый день возникают моменты рабочие. Но все решается, все в процессе, все в рабочем режиме. По соглашению размер пенсий граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, увеличился в прошлом году на 20%. В 2016 пенсии должны повыситься на 40% и в будущем году на 62% от первоначальной суммы. Размер пенсии подлежит сопоставлению со средним уровнем пенсионного обеспечения Южного федерального округа России и должен составлять около 10 тысяч рублей. Нала Муква, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Жителей прибрежных районов столицы беспокоит сильный запах рыбы, который создает им большие неудобства. А установившаяся теплая погода еще более его усиливает. В ситуации попытались разобраться наши корреспонденты. Репортаж Ренаты Шакая. Вот уже несколько недель жители прибрежных районов Сухума в буквальном смысле задыхаются от запаха гнилой рыбы. Особенно это касается тех, кто живет в непосредственной близости от рыбокомбинатов. В районе маяка их два. На территории предприятия Сухумское рыбное хозяйство можно увидеть разбросанную по берегу рыбу не первой свежести, которая вместе с отходами попадает в море. По всей видимости, именно эти стоки являются источником неприятного запаха, а на волнах плавают отходы в виде рыбьего жира. Технология производства такова, что рыба подвергается температурной обработке. Из-за этого в воздух попадают аэрозоли, которые имеют запах. А с другой стороны, в процессе приготовления бульона часть отходов уходит в море в не до конца очищенном состоянии. Там содержатся белки и жиры. Естественно, что жиры являются легкими, и они поднимаются на поверхность, образуя пену. Зловонный запах ощущается уже в центре столицы, доставляя, мягко говоря, неудобства горожанам. Жалуясь, что неприятный запах переработанной рыбы проникает в дома, люди по непонятной нам причине отказывались говорить на видеокамеру. Непростая ситуация и в детском садике в районе маяка. Обычно в хорошую погоду детей выводят на прогулку, но сейчас воспитатели не могут себе этого позволить, так как во дворе детсада невозможно находиться. Мы обратились в первую очередь к экологам. Председатель Государственного комитета по экологии и охране природы Савелий Читанава считает, что заводы по переработке рыбы надо вывести за черту города. Мы, экологи, ратуем за то, чтобы данные производственные предприятия не имели бы места в черте города. Они должны быть постепенно замещены и вытеснены за черту города.
С одной стороны, это так обязательно должно быть, с другой стороны, их абсолютно прикрыть не получится, поскольку это все-таки какая-то бюджетообразующая отрасль. По всей Абхазии 5 заводов, которые перерабатывают рыбу, изготавливают рыбий жир и муку из хамсы. Рыбаки за это время стараются выловить максимальное количество рыбы и сбыть. 3 месяца в году, именно столько времени продолжается путина. По словам директора Института экологии Романа Адбар, если бы заводы соблюдали предписанные правила, проблем не было бы. Заводы обязаны ставить специальное оборудование по очистке воздушных выбросов, для того, чтобы не было запаха в городе, и обеспечить очистку жидких стоков, которые поступают в море. Другого выхода в этой ситуации не существует. Между тем, экологи уверяют, что регулярно проводят проверки на соблюдение экологических норм на комбинатах, перерабатывающих рыбу. Они считают, что запах рыбы на рыбном производстве – норма. Периодически, конечно, происходят небольшие выбросы в атмосферу запаха, связанных с переработкой рыбы. И, конечно же, мы реагируем и применяем там административные меры взыскания. Но самое главное, мы стараемся донести до руководства заводов о том, что необходимо ставить более мощные фильтры, воздушные, очистки в частности. К сожалению, к большому финансовые возможности ограничены заводов. Настоящие фильтры, которые 100%, конечно, очистки такого нету, но значительная часть все-таки, чтобы очищалась, стоит больших финансовых вложений, денег. По мнению Савелия Читанава, рыбзаводы отвечают всем экологическим нормам и стандартам. Буквально вчера с Генеральной прокуратуры было дано распоряжение сотрудникам. Они приходили к нам совместно с нашими инспекторами, выезжали в Маяцкий район, на Маяцкий район. И был произведен натурный осмотр, и в результате не подтвердилось запаха, какой был описан словесно со стороны прокуратуры, не подтвердился. Специалисты Министерства сельского хозяйства также проводят мониторинг. Они говорят, что экологические нормы заводами на сегодняшний день соблюдаются, но если будут выявлены нарушения, работа будет остановлена до их устранения. Мы отреагируем сразу же, все службы, и экологи, и комиссионно просто заактируем, и этого, естественно, будут приняты какие-то меры. По данному факту мы должны быстро реагировать, мы должны создать комиссию, но я думаю, из этого те органы, которые функция предписана, контроль, они сегодня уже должны работать в этом плане. Я думаю, что... Сложно сказать, из-за чего возникла проблема, но она вызывает вполне оправданное недовольство жителей. То ли это связано с отсутствием фильтров на перерабатывающих заводах, то ли из-за безответственного отношения руководителей заводов. По всей видимости, жителям придется терпеть неприятный запах до окончания путины. Рената Шакая, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. В Тхуарчале начался капитальный ремонт дорожного покрытия центральных улиц. Работы проводит госкомпания «Абхазавтодор». Они планируют завершить асфальтирование до конца месяца. О том, насколько работа продвинулась и какие еще планы у руководства районной администрации, узнавала Сария Смар. Тхуарчал – город с богатой историей. Некогда он был крупнейшим промышленным центром. По численности населения он занимал второе место в Абхазии после Сухума. Долгое время город и район считались депрессивными. Сегодня жизнь в Тхуарчале постепенно налаживается. Руководители района стараются улучшить условия жизни местного населения. Нам были снесены 2 аварийных дома. Эти дома были давно списаны. И на этих освободившихся площадках мы тоже планируем там заложить какой-то парк, там скверы, чтобы это соответствовало современным стандартам. У нас запланировано уже в ближайшее время начать ремонт подвалов 38 квартирных домов.
В будущем мы запланировали еще 18, а также замена водопроводов. Это у нас запланировано по инвестпрограмме. Вот уже несколько дней на улицах Тхварчала работает спецтехника госкомпании «Абхазавтодор». Асфальт толщиной в 7 сантиметров и шириной 9 метров будет проложен на 4 улицах города. Уже проделана большая работа. Расчищены кюветы и проведен ямочный ремонт. Местами даже проложен первый слой асфальта. На все это предусмотрено 24 миллиона рублей. Сегодня идут подготовительные работы по поднятию колодцев и ливневых решеток для дальнейшего покрытия вторым слоем. И подготовительной работы по улице Нартов для укладки первого слоя асфальтобетонного покрытия. В связи с погодными условиями к нашему приезду работа была на время приостановлена, но рабочие находились на своих местах, ведь заняться тут есть чем. К примеру, необходимо расчистить проспект имени Владислава Ардзенба. Кстати, именно на эту улицу у руководства администрации особые планы. Здесь помимо дороги будет выложена тротуарная плитка. Планируется провести освещение, поставить лавочки. Облагораживать этот участок будут не только в рамках инвестиционной программы, но и на средства из местного бюджета. Сейчас работы здесь на время приостановлены. Необходимо получить разрешение экологов на вырубку деревьев. Асфальт портится, и пешеходные тротуары тоже портятся от корневой системы. Они выходят. Пригласили госэкологическую службу, они дали свои предложения. Сейчас составили проект визуализации этого самого проспекта, где предусмотрена уборка этих деревьев и посадить опять же деревья высотой до 5 метров, но корневая система, которая уходит вглубь, вечно зеленые деревья. Местных жителей такие перемены не могут не радовать. Если по этим дорогам раньше было трудно пройти, не упав в лужу, теперь эта проблема будет решена. Большое спасибо нашему мэру Аиде Сергеевне, что хоть дороги ночью выйдешь и ноги не поломаешь себе. Вы довольны? Очень довольны. Как утверждают руководители районной администрации, в скором времени не планируют начать капитальный ремонт подвальных помещений в многоквартирных домах. В этот план входит и реконструкция водохранилища, а также асфальтирование прилегающей к ней территории. Сария Смур, Саида Ухава, Абхазское телевидение. Абхазские спасатели обнаружили и доставили с перевала Чедым тела пропавших охотников братьев Джения. Об этом материал, предоставленный пресс-службой МЧС Республики. Трагическая история, произошедшая 12 ноября 2015 года, окончательно завершилась всего несколько часов назад, когда тела пропавших охотников братьев Джения были доставлены с отрогов перевала Чедым. Поиски не прекращались в течение 3 месяцев. Абхазские спасатели привлекали к ним и спецавиацию – вертолет К-32 российского МЧС для облета горного массива. Как говорят родные погибших охотников, особую роль в поисках сыграл Адгур Джения, фактически и нашедший место гибели братьев в горах. На последнем этапе поисковой операции с 14 февраля были задействованы в общей сложности 32 человека. Это спасатели горно-спасательного отряда МЧС Абхазии, а также родственники и друзья погибших. Спасатели выдвинулись в сторону Сухум-ГЭС на обычных машинах, затем пересели в транспорт усиленной проходимости. Бурные горные реки, непроходимые дороги, снег и бурелом крайне затрудняли продвижение. Шли 2 суток. Сейчас можно с большей долей уверенности говорить о том, что в тот роковой день братья Джения спускались с альпийской зоны перевала Чедым и попали в снежную бурю. Внезапный буран и резкий холод фактически отрезали им путь. Пытаясь выбраться из снежного плена, они пошли вдоль русла одной из горных рек. Когда один из братьев погиб, второй, спустившись в ущелье, решил отдать дань погибшему, согласно традициям, сняв с себя часть одежды и подложив ее под голову своему брату. Затем поднялся по ущелью вверх и решил идти до ближайшего охотничьего домика. Однако ему не суждено было дойти. Не пройдя и 20 метров, он сорвался в пропасть со скалы. Чтобы доставить тела погибших, спасателям пришлось поднимать их на тросах-троллеях. Затем попеременно родственники и спасатели около 8 километров несли тела на носилках до оставленного ранее транспорта.
Зачастую уровень воды при переходе вброд доходил до максимального уровня. Однако и на этом трудная эпопея не завершилась. Машина на одном из переездов угодила в водную ловушку. Вода стала переливаться через высокие борта машины. Пришлось перебираться на берег, дожидаясь, когда уровень воды спадет. На утро была натянута веревочная переправа, и только после этого удалось добраться до безопасного места. Сейчас тела погибших переданы родственникам, 5-дневная поисковая операция завершена. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9-11, днем плюс 14-16 градусов. Температура морской воды плюс 9 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.